Важная круглая историческая дата все ближе. В марте мы отметим 250-летие со дня единения Ингушетии с Россией. Мероприятия запланированы масштабные: большое театрализованное шоу, выставки, народные гуляния. Пройдут Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце. Процесс подготовки регулирует созданная в Минкульте рабочая группа. Ирина Цычуева расскажет больше. Главное мероприятие – настоящее шоу для жителей республики в рамках празднования 250-летия добровольного вхождения ингушей в состав российского государства пройдет здесь, на стадионе имени Бориса Дахкильгова. Это будет большой театрализованный праздничный концерт с участием заслуженных артистов со всей страны. Актеры надеются воплотить в реальность события тех времен и показать зрителям, как ингуши подписывали судьбоносный договор. В рамках театрализованного концерта покажут 8 постановок. Сейчас стадион, конечно, не готов принять всех желающих отметить важную для нашего народа историческую дату. Посадочных мест для всех не хватит. Именно поэтому здесь планируют провести небольшую реконструкцию и расширить трибуны. Шоу обещает стать зрелищным с использованием самых новейших систем лазерного эффекта. Стадион имени Бориса Дахкильгова выбран не случайно. Известному режиссеру, которому поручено провести театрализованный концерт, этот объект понравился больше из числа всех предложенных вариантов. Это масштабное мероприятие, будет проводить республиканское мероприятие, Министерство культуры будет проводить. Был нами вызван сюда главный режиссер и директор имперского балета при Большом театре Гедеминас Таранда. Очень интересный, очень талантливый человек, и естественно, мы собрали рабочую группу. По этому случаю мы обсуждали все актуальные на этот момент вопросы и к определенным решениям пришли. Ну, на данном этапе, на первоначальном этапе, в общем, мы и он, в том числе, он уже сейчас, будучи в Москве, уже создал свою рабочую команду. Рабочая команда сейчас занята над созданием сценария театрализованного шоу. В нем будут задействованы продюсеры и декораторщики из Москвы. В Министерстве культуры уже сформирована рабочая группа, ответственная за подготовку к предстоящему празднованию 250-летия со дня добровольного вхождения ингушей в состав России. В этот день по всей республике пройдут народные гуляния, а в музее выставки запланированы показы исторических фильмов и выступления известных музыкальных и других творческих коллективов. Задействованы все технический арсенал есть, то есть это и видеоэкраны, и голограммы, и лазерное шоу, реконструкции исторических эпох и участие артистов знаменитых, известных не только в России, но и за рубежом. В конце июля мы планируем провести большой праздничный концерт в Кремлевском дворце съездов. Это будет новая программа концертная. Также будут участие принимать ведущие творческие коллективы и солисты Российской Федерации, имеющие звание заслуженных артистов Республики Ингушетия. Также программа празднования знаменательной даты включает в себя серию масштабных мероприятий, среди которых Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и в странах СНГ, а также гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце. Кроме того, в рамках празднования 250-летия в республике пройдут международные соревнования, межрегиональные научно-практические конференции, тематические спектакли, фестивали, конкурсы и молодежные флешмобы. Дальше мы планируем проведение Дней культуры Республики Ингушетия в странах ближнего и дальнего зарубежья. Это и музейные выставки, и выставки декоративно-прикладного искусства, и творческие наши выступления наших коллективов и солистов. Завершает год кинофестиваль «Золотая башня», который тоже будет проходить под эгидой 250-летия. Нужно сказать, что работа предстоит очень большая, потому что задействованы все творческие коллективы, и детские, и взрослые. Нами заказана постановка русского танца «Калинка» в исполнении детского ансамбля «Лик» при Государственном ансамбле Ингушетия. Государственный ансамбль Ингушетия специально к предстоящему празднику готовит новый танец. Будут использоваться исторические и фольклорные материалы. Танцоры уже начали репетировать. Министерством культуры Ингушетии также подготовлен логотип, под которым пройдут торжества. Он выбран по итогам конкурса среди жителей республики. Мы провели конкурс, приняли участие несколько кандидатов. Мы отобрали одну эмблему
Автором эмблемы является Инарсанов Жабраил. Да, мы использовали там цвета касательно Ингушетии зеленый цвет, касательно России голубой цвет на фоне двух башен – Спасской башни и башни Согласия. 250-летие со дня добровольного вхождения Ингушетии в состав России республика отметит уже в марте, поэтому времени не так много. Все задействованные в мероприятии коллективы каждый день проводят репетиции, чтобы праздник оставил только теплые воспоминания и хорошее настроение. Рина Сычоева, Мэрибек Миржоев, Новости 24.